приехать в Томск, это всегда приключение. Правда? Аминь. Это другие люди, это другой город, это другой климат, это все по-другому. И я думаю, все получше здесь у вас. Правда? Аминь. Мы очень любим вашу церковь. Я завтра вечером больше скажу об этом тоже. Но мы в Москве, мы так рады за то, что вы здесь. Мы так рады тоже за работу, которую вы делаете, за пастора Олега, за Юлию и за всех друзей, за всех лидеров здесь. За то, что у нас есть такие братья и сестры в Сибири. И сегодня у вас, или мы празднуем день рождения, что с днем рождения, друзья. С днем рождения. И у вас тоже здание новое, мы там будем завтра. Я так жду это, так хочу видеть это чудо, которое здесь только на экранах сегодня, но завтра мы увидим своими глазами. И то, что у вас там будет целый городок, пастор Олег. Да? Город слова жизни или прославление, или как, да. Но это очень хорошо. Помещение это важно, это необходимо для всего, что мы призваны Господом делать. Я очень рад за вас. И очень рад тоже за то, что мы начинаем здесь, именно в этом здании, где мы тоже были раньше. И хорошо иметь несколько городов, правда? Аминь. Но Бог с вами. Это так сильно, это так видно тоже, что Бог с вами. У нас тоже есть люди из Томска, которые служат у нас. Андрей и Лена. Аня, да. Андрей и Аня, они тоже присоединились к нашей команде. И такое обогащение, благословение для нас. Спасибо большое тоже, что как они могли приехать, и сейчас они служат у нас в Москве. И есть тоже другие люди, кто-то учится, кто-то временно находится в Москве, кто-то может быть в университете. И они все пошли ко мне и сказали, передайте моей маме или моему другу привет. И, что от ваших дочерей, сыновей, соседов и друзей и родителей в Москве вам большой привет. Договорились? Аминь. So, tomorrow evening, хорошо, завтра вечером we will say something more also about the jubilee and мы что-то больше скажем о юбилее, о новом здании. But let us go to the word of God now. Но давайте сейчас обратимся к Божьему Слову. And when I turn to the Lord about what to speak about tonight. И когда я вопрошал Господа, о чем сегодня вечером говорить вам, the word from Matthew 28 that came to me. Слово из Матфея 28 главы пришло мне на сердце. Been on my heart also during this autumn. И оно было в течение всей этой осени на моем сердце. And it fits very well on a birthday celebration. И оно очень сильно подходит к празднованию дня рождения. It's the last promise that Jesus gave the disciples. Это последнее обетование, которое Иисус дал ученикам. The last thing he said to them. Последнее, с чем он обратился к ним. According to the Gospel of Matthew. В соответствии с Евангелием Матфея. After all was said and done. После всего, как все, что было сказано и сделано. After he had died. После того, как он умер и воскрес, them когда он научил их всему, что им нужно было знать, them дал им инструкции на все, он завершает служение такими словами. Мы называем это великим поручением, чтобы они шли по всему миру и делали учеников из всех народов, чтобы научить их соблюдать все, что я повелел вам. И затем Матфей заканчивает свое повествование о Христе вот такими словами. Последняя часть 20 стиха. And lo, I am with you always, even to the end of the age. И се я с вами во все дни, даже до скончания века. Аминь. Аминь. What a promise. Какое великое обетование. He has said everything he wanted to say. Он уже сказал все, что хотел. He says, go. Он сказал, идите. And then he concludes with the words. И затем он завершает словами. And lo, и вот I am with you я с вами always, всегда, even to the end даже of the до age. Скончания века. And with these words, и с этими словами Christ left the disciples. Христос оставил учеников. And this truth that he said that I will be with you. И это истина, что я прибуду с вами. I'm sure for many Christians, я верю, что для многих христиан this is a truth,
Это истина, you know, that they know about, о которой они знают, heard about it many о которой они times. слышали много-много раз. But also for some, но также для некоторых this is a very, very personal revelation. это что-то очень личное откровение. And for me it is like this. И для меня это так. This is one of the words that has followed me through life. Это один из тех стихов, который всю мою жизнь за мной проследовал. This is a promise I have quoted again and again. Это обетование, которое я сам цитировал раз за разом. In front of great challenges. Когда были великие вызовы в моей жизни. In the middle of big troubles. Когда был посреди больших неприятностей в моей жизни. I said to the Lord, я говорил Господу, I know you are with me. Я знаю, что ты со мной. I know you are with me. Я знаю, ты со мной. You're gonna help me. Ты поможешь мне. Because you are with me. Потому что ты со мной. The Lord said always. Господь сказал всегда. Скажите всегда. He said, and I am with you always. И я с тобою всегда. And that is my prayer for you tonight. Это моя молитва на этот вечер. Is that this will be a revelation Пусть to you. это станет откровением в твоей жизни. Because I am a living example. Потому что я живой пример. Of the power of that revelation. Силы этого откровения. When you don't know what to do. Когда ты не знаешь, что тебе делать. You just know the Lord is with me. Тогда достаточно знать, что Бог с тобою. And He's gonna lead me. И что Он будет вести тебя. When something seems impossible. Когда что-то, что кажется невозможным. And you don't know the solution. И ты не знаешь решений. You know that the Lord is with me. Но ты знаешь, что Господь с тобою. And He will help me. И Он поможет тебе. Amen. Аминь. When in front of great choices, you don't know what to choose. Посреди великих выборов, когда ты не знаешь, какой путь избрать. You know, тогда ты знаешь, I will make the right decision. Я сделаю правильное решение. Because the Lord is with me. Потому что Господь со мной. As long as my heart is turned to Him. Покуда мое сердце обращено к Нему. He will never leave me. Он никогда не оставит меня. In front of things that you don't think you can manage. Посреди тех вещей, которые ты думаешь, я не справлюсь. Your heart can find peace in this truth. Твое сердце может найти мир в этой истине. My heart has found peace many times in that truth. Мое сердце так часто успокаивалось именно в этой истине. The Lord is with me. Господь со мной. I will make it. И у меня получится. Amen. This of course doesn't mean это, конечно же, не значит, that the Lord supports every, stupid thing что Господь теперь поддерживает любые глупости, которые я бы не наделал. And if I'm living in sin, если я живу в грехе, the Lord is with me. все равно Бог со мной. But you grown-up people, you understand that вы what сейчас Jesus said. взрослые люди, вы понимаете, не об этом учил здесь Иисус. Amen. But what He said, но то, что Он говорит, as long as you follow me, покуда ты следуешь за мной, I will always be there. Я всегда там буду. You can always count on my ты help. всегда можешь рассчитывать на мою помощь. When you are serving me, как ты служишь мне, I will be there and help you. Я буду там помогать тебе. So that you will manage. Чтобы у тебя в конце концов получилось. In any kind of trouble, in any challenge that you would be in. В любой неприятности, пред любым вызовом, пред которым бы ты не был. And sometimes, иногда, when I haven't seen any way out, когда я вообще не видел никакого выхода, this is the very word that has carried me. Это то самое слово, которое несло меня по жизни. The Lord is with me. Господь со мной. Things will be well. И все будет хорошо. Let's give Him a big hand. Давай дадим аплодисменты ему за это. Аминь. When I was finished Bible school, когда я заканчивал библейскую школу, and I came home to Norway, и вернулся домой к себе в Норвегию, and I was installed as youth pastor in the local church I belonged to. И меня благословили как молодежного пастора той церкви, где я служил. We had this board of elders at that time. И в то время у нас был такой совет старейшин. It was, Norwegian farmers. Это были такие норвежские фермеры. Big guys, здоровые парни. Hard-working people. Такие трудолюбивые люди. Really hard skin in their hands. На самом деле такие у них большие мозоли на руках. And they put me on a chair. Они посадили меня на стул. And they laid hands on me. Возложили на меня свои руки. And then they prayed for me. И молились за меня. And then one of these farmers, и один из этих фермеров, he prophesied something over my life. Он начал пророчествовать что-то на мою жизнь. That has followed me every day from that day. И это пророчество следовало за мной всю мою жизнь спустя. И он просто сказал такие слова. So says the Lord Matsula. Так говорит Господь Мацула. Every time you will enter up behind the pulpit to preach. Всякий раз, когда ты будешь вставать за кафедру, проповедовать, I will be with you. Я буду с тобою. And I just took that word. И я просто принял это слово. Every time. Всякий раз. Not most of the time. Не в большинстве случаев. Not sometimes. Не иногда. Not, 99%. Не в 99%. No, what did he say? Нет, что ж он сказал-то? Он сказал, всякий раз. And when I'm empty, и когда я пуст, I cling to that word. Я хватаюсь за это слово. Lord, you said every time. Господь, ты же обещал каждый раз. Every time. Каждый you раз. Want me to speak the word ты of хочешь, God. чтобы я говорил Божье слово. You promised to be, ты обещал, что ты будешь со мной. I believe you will be with и я me today. верю, что ты будешь со мной и сегодня. Amen. A single word. Каждое слово, that becomes a revelation которое становится откровением
откровение тебе. Has more power in it than anything else you can find in this world. Имеет силу больше, чем что-либо, чтобы ты мог найти в этом мире. И весь народ сказал. And I want us now. Я хотел, чтобы мы сейчас открыли послание Якова, 5 главу. Чтобы проиллюстрировать это, я хочу прочитать тебе об одном человеке из Библии. Его звали Илия. Сегодня у нас мы празднуем день рождения. 15 years backwards, если оглянуться на 15 лет назад, I am sure я уверен, that we could fill this evening with testimony. Что мы могли бы наполнить этот вечер только свидетельствами how the Lord has been with you. О том, как Бог был с вами все эти года. The Lord was there from the beginning. Как Господь от самого начала вел вас. When Pastor Oleg started to gather people in his flat. Когда пастор Олег начал собирать людей у себя на квартире. How the Lord has been with you. Как Господь был с вами. Through these years. Через все эти года. Supporting and helping. Поддерживая вас, помогая вам. Giving you these buildings. Давая вам здания. Giving you buildings inside the city. Здания, которые внутри города. Helping you through difficulties. Помогая вам через трудности. And as he was with you. И как Он был с вами. He will be with you Он also. И будет продолжать быть с вами. Amen. Аминь. Because there will be many times in your life. Потому что будут много еще раз в вашей жизни. And in the life of the church. И в жизни церкви. When this is all you will see. Такие моменты, когда это единственное, что ты будешь знать. There is no solution inside. Нету решения внутри. There is inside. Пред глазами. You know, there is no resources inside. Казалось бы, нету видимых ресурсов. There is no way inside whatsoever. Нету никаких видимых путей. But there is a word. Но есть слово. And I will be with you. Я буду с тобою to the end of the age. До конца века. That is every day. Это каждый день. That is always. Это всегда. He will support the work. Он будет поддерживать работу. He's your Lord. Он Господь. He's your Savior. Он твой Спаситель. И весь народ сказал. Аминь. Amen. Praise the Lord. Yes, we said Elijah. И мы говорили Илия. Why Elijah? Почему Илия? Well, because here it says in James chapter 5. Потому что в Якова 5 главе говорится здесь так. The apostle speaks about him. Апостол говорит об Илии. He says in verse 16. В 16 стихе он we пишет need to так. confess our transgressions to one another что and мы pray for one должны another. признаваться пред друг другом в проступках и молиться друг за That you may друга, be healed. чтобы исцелиться. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. Много может усиленная молитва праведного. And then he speaks about Elijah. И здесь он начинает говорить об Илии. Elijah was a man with a nature like ours. Илия был человек, подобный нам. And he prayed earnestly that it wouldn't rain, and it didn't rain on the land for 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit. Молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Amen. And he wanted to say something about Elijah. Здесь Яков хочет сказать что-то об Илии. That how the Lord was with him. Как Господь был с ним. How he heard his prayer. Как он услышал его молитвы. But then also, но затем также he wanted to say something more. Он хотел что-то добавить к этому. That even though he was this wonderful, great man of God. Что даже если Илия был замечательным, потрясающим мужем Божьим. That we look up to so much. На которого мы смотрим с таким снизу вверх. He says like this. Он повторяет здесь и говорит. Elijah was a man with a nature like ours. Что Илия был человек, подобный нам. Why does he say that? Зачем он вот это говорит? To make us understand. Чтобы мы могли понять. That even though Elijah was special. Что даже если Илия был особенным. He was not special. Он и не был особенным. He was a man. Он был человеком. Like you and me. Как ты и я. And what James is saying. И то, что Яков пишет здесь. If the Lord heard his prayer. Если Господь услышал его молитвы. He will. Он тогда и услышит. He will hear your prayers. Твои молитвы. Amen. If he was with Elijah, если он был с Илией, he will be with you. Он будет и с тобой. When we read all these stories in the Bible, и когда мы читаем все эти истории из Библии, they are not just so we could be struck with awe and say, "Oh, look what great man of God." Это не просто, чтобы мы в изумлении смотрели, смотри, какой великий муж Божий. No, it is because we should identify with these people. Чтобы ты как-то мог отождествиться с этими людьми. Knowing that Elijah was a man with the same nature as me. Зная, что Илия был человек с такой же природой, как у тебя. An ordinary man.
man обыкновенный человек, that God loved, которого Бог that любил, God called, которого Бог and that the призвал, Lord was with. и с кем Господь был. He answered his prayers. И он отвечал на его молитвы. And James uses him И Яков использует as an его example of как inspiration. пример для вдохновения. How the Lord will be with a person Как Господь будет с человеком through different periods of life. через разные периоды его жизни, Support him поддерживая all его the way, до конца, every day. каждый день. Sorry. And весь народ сказал. Аминь. Amen. So let us now go Давайте сейчас to the посмотрим Old Testament. Ветхий Завет. Let's go to the 1 Kings 17. Давайте откроем третью книгу Царств, 17 главу. And let us read about Elijah. И давайте прочитаем об Илии. Because I have picked four different days in the life of Elijah. Потому что я выбрал 4 разных события из жизни Илии. And I want to show you how the Lord was with И him. хотел бы показать вам, как Бог был с ним. During your 15 years, В течение, как вы празднуете ваше there 15-летие. has also been many different days. Были разные дни за эти 15 лет. Days you remember with joys. Были дни, которые вы вспоминаете с великой радостью. And other days you would rather like to forget. А были дни, которые хотелось бы забыть. There have been days of laughter. Может быть, были дни смеха, There have also been days of tears. но, может быть, были и дни слез. But one day we will all testify before the throne of Но God. однажды каждый из нас будет свидетельствовать пред престолом Божьим, How the Lord was with us all the way. как Господь был с нами всегда. Amen. As long as our hearts Покуда наши сердца was turned to Him, были обращены к He Нему, never left us. Он никогда нас не оставлял. Always was there to help Он us. всегда был там, чтобы помогать. Amen. And Аминь. so also И точно так же in the life of Elijah. в жизни Илии. Amen. So let's start in chapter 17. Давайте начнем с 17 главы. This is the first time we meet Elijah in the Bible. Это первый раз, когда мы встречаемся с Илией в Писании. And Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab. Verse 1, yeah. С первого стиха. В его дни Ахил, Вифилянин, построил Иерихон. 3 Царств, 17 глава. И сказал, может, 2 стих. И сказал Илия Вифилянин, жители Галатских Хаву: жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою все годы. Да? As the Lord of God Israel is before I stand, this shall not be dew nor rain in these 3 years, except on my word. Да, не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. Okay. Хорошо. Amen. So the story of Elijah starts with the challenge. И история Илии начинается с вызова. There was no rain. Не было дождя. Famine in the land. Была засуха и голод в It земле. hit everywhere. Это ударило по For всем. 3.5 years 3,5 in a года land like Israel. в земле That Израиля. is, the big part of the land is desert. И большая часть этой земли And if there's пустыня. no rain, И если там нет дождя, you understand вы понимаете, what a troublesome time it was. какое трудное время это And было. this is how the story starts. Это как эта история начинается. And what the Bible further tells us about И то, this что Библия нам дальше говорит по этому поводу, is about how the Lord took care of Elijah о том, как как Бог позаботился об Илии, when there were troubles around him. когда вокруг него были сплошные But the неприятности. first thing I want to say you Но первое, о чем бы я хотел сказать, is that if the Lord is with you, если Господь с тобою, you know that He can always care for me, вы знаете, что Он всегда может позаботиться о тебе. no matter what circumstances I am in. Неважно, какие бы ни были обстоятельства вокруг тебя. Because the circumstances around me, they will always change. Потому что обстоятельства вокруг всегда могут меняться. And that is why faith is what carries my life. Вот почему вера должна нести меня по жизни. Because when this famine came, Потому что когда этот голод пришел, it says in verse 2, сказано дальше, then the word of the Lord came to him saying, go away from here and turn eastward and hide by the brook Cherith, which flows from Jordan. и было к нему слово Господне: пойди оттуда и обратись на восток и сокройся в потоках Арафа, что против Иордана. And it will be that you shall drink from the brook and I've commanded ravens to feed you there. И из этого потока ты будешь пить, а я воронам повелел кормить тебя там. So he went and did according to the word of the Lord, for he went and stayed by the brook Cherith, which flows into the Jordan.
И пошел он, сделал по слову Господню, пошел и остался в потоках Арафа, что против Иордана. The ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. И вороны приносили ему хлеб и вино поутру, и хлеб и мясо по вечеру, и из потока он пил. Amen. Аминь. Why is this in the Bible? Почему об этом говорится в Библии? Well, this is to tell us a story, Чтобы сказать нам историю, but it is also но также, to teach us a principle чтобы научить нас that there принципу, was famine in the land, что был голод в земле, but God took care of Elijah. но Бог позаботился об And as a Илии. child of God, И как дитя Божье, this is the way you need to live your life. это то, как ты должен жить свою жизнь. If God promised to be with me, Если Бог обещал, что Он будет с this is a тобой, very real promise. это очень настоящее And then обетование. He will take care of me. Тогда Он как-то о тебе Also позаботится. when things are well around me. Когда вокруг тебя хорошо, And when things are not well или around когда me. вокруг тебя не очень And хорошо. when we see things are И changing. когда мы видим, как вещи When we меняются. see that there are troubles around Когда us. мы видим неприятности, которые нас We need окружают. right away to look up. Нам нужно поднимать свой взгляд. Learn to look at И God. научиться смотреть на Knowing Бога. that my provision comes from Him. Зная, что мое обеспечение приходит от Него. Spirit, soul and body. Дух, душа и He тело. said that He would be with Он us. сказал, что Он будет со мной. Because the circumstances around us, Потому что обстоятельства, которые окружают they нас, change all the time. они постоянно And the меняются. devil would want us И дьявол хотел бы, чтобы мы always move with the circumstances. всегда двигались бы с To обстоятельствами. always think that we are sold to what happens around us. Всегда бы думали, что мы зависимы от тех вещей, которые вокруг нас происходят. But it isn't like Но that. это не так. God is with you. Бог с He тобою. took care of Elijah. Он позаботился об And in the Илии. same way, И точно так we же can believe мы можем верить, that God will take care что of Бог me. позаботится и о мне. He is my resource. Он мой He источник. is my Он provider. мой обеспечиватель. Every day of my life, Каждый день моей as жизни, long as I live on the earth. покуда я живу на этой земле. Amen. Аминь. Open with me Psalm 91. Открой со мной 90-й псалом. Because when we're going back here afterwards. Мы вернемся еще к Илии через какое-то время. Tomorrow we're going to be in your building. Завтра мы будем в новом And I здании. remember И я when we помню, were searching for our building in Moscow. когда мы искали наше здание в Москве, We searched for 7 years, мы искали 7 лет. almost day and night. Почти что день и ночь. And we gathered money. Мы собирали We деньги. took a big offering Мы собирали большие every first пожертвования. Sunday in the month. Каждое первое воскресенье But this месяца. was in the beginning of the 90s, Но это было в начале 90-х. where the real estate prices were growing like Когда crazy. цены на недвижимость росли как You сумасшедшие. remember those days? Помните эти Every 90-е? month prices were Каждый growing. месяц цены поднимались. And because of this, even though we gathered money every month, И даже если мы собирали ежемесячно пожертвования, for the money that we had in the fund, we could buy less and less and и less. каждый месяц мы могли купить меньше, меньше и меньше за Because те the деньги, что prices were собирали. growing more than the money we Потому что gathered. цены росли быстрее, чем мы их собирали. And people gave like И crazy. люди давали как But on сумасшедшие. the real estate market, our fund was worth less and less. Но на рынке недвижимости на наш фонд мы могли купить меньше и меньше имущества. And if you could understand how the devil tormented И me, если вы только могли знать, как дьявол меня тогда how I мучил, suffered. как я страдал. When he said, Matsula, you're losing. Когда дьявол говорит, слушай, ты теряешь, Мацула. And where to go then? И куда идти тогда? Look up. Надо поднимать взгляд вверх. Amen. And this would help me. Это то, что помогало мне. I am with you. Я с тобою. I'm with you. Я с I'm тобою. going to help you. Я помогу тебе. Don't worry. Не Even though it переживай. is like this. Даже если ситуация Keep выглядит on так. gathering money. Продолжайте собирать Keep on финансы. giving. Продолжайте I will давать. help you. Я вам I will be помогу. with you Я буду с To вами, get your building. чтобы вы получили свое здание. Amen. And sometimes it will be like this. Иногда это так и будет. Devil will try to break your faith Дьявол будет пытаться сокрушить твою because веру of what happens around you. из-за тех вещей, которые происходят вокруг тебя. God took care of Elijah, Но Бог позаботился об Илии. even though there was famine in the land. Даже если был голод в земле, And in Psalm 91, в 90-м псалме, there is a little promise here там есть небольшое that I обетование, also quoted so many times when I've которое been я praying. так часто цитировал, когда молился. I still do that. И я до сих пор цитирую это Verse 7. в 7 A стихе. 1,000 may fall at your side, 1000 падут по левую сторону and твою, 10,000 at your right и hand, десятки тысяч по правую сторону but твою, it shall not come near you. но к тебе не приблизятся. 1,000 by your side, Пойдет 1010 по одну сторону, and 10,000 on your right и hand, 10 тысяч по другую сторону, but it shall not come near to но you. к тебе не приблизятся. What does this mean? Что это That значит? you are very exclusive and Что ты everybody такой else вот will исключительный, теперь все остальные...
everyone else will suffer. Будут страдать? No. Нет, This is not what this word says. Это не то, о чем этот стих повествует. But it sows fear, it sows faith inside your heart. Он сеет веру в твое сердце. I don't need to look around. Тебе не нужно оглядываться по сторонам. I can only look up. Ты можешь смотреть вверх. The devil can torment you. Дьявол может мучить тебя. With thoughts like this. С такими мыслями. You know, he went bankrupt. Он обанкротился. You're gonna make bankrupt. И ты обанкротишься. That person died. Этот человек умер. You're gonna die. И ты также умрешь. My you know, relative got this sickness. Вот у моего родственника была такая болезнь. I'm gonna get this sickness. И теперь у меня такая же болезнь будет. The devil can torment you all your life. Дьявол может мучить тебя всю твою жизнь. With thoughts like this. С подобного рода мыслями. Then you can take a word like this and say. Тогда ты должен взяться за это слово и сказать. 1,000 may fall by my hand. 1000 падут после меня. 10,000 by my right hand. Слева и 10 000 справа. It shall not come near to me. Но ко мне не приблизится. The Lord took care of Elijah. Господь позаботился об Илии. Amen. And in the same way. Точно так же. He can take care of everyone. Он может позаботиться о каждом. Who put their trust in him. Кто может доверять ему. All the way. До конца. Until we reach home to heaven. Покуда мы не придем на небеса. He said in Hebrews 13. В Евреям 13 главе сказал так. Never leave you, я никогда не оставлю тебя. Nor forsake и никогда не покину тебя. Cling to that verse. Хватайся за этот стих. When there is famine in the land. Когда голод в стране. И весь народ сказал. Amen. Let's go back then. Давайте вернемся to 1 Kings 17. К третьей книге Царств, 17 главе. When we read about this wonderful miracle, когда мы читаем о этих замечательных чудесах, we really see God, this is fantastic. Мы видим, Бог, да это просто фантастика. Raven came with bread and meat. Вороны прилетали с хлебом и мясом. And this brook was kept alive supernaturally. И этот источник не высыхал сверхъестественным образом. Even when there wasn't any rain. Даже если дождя не было. Then it says in verse 7. И дальше сказано в 6 стихе. And it happened after a while that the brook dried up. И по прошествии некоторого времени этот поток высох. Катастрофа. Why? Почему? God is doing a miracle. Бог совершает чудо. Правда. And then he stops doing a miracle. И затем вдруг Бог прекращает совершать чудеса. God kept this brook running. Ведь этот Бог, который содержал, and then suddenly it dried up. Этот поток, и вдруг внезапно поток высох. Why? Почему? Why did this happen? Почему такие вещи происходят? You know, imagine how Elijah could have thought. Представьте себе, как мог думать Илия. God, Бог. So now you're not with me any longer. Но сейчас-то ты теперь не со мной, получается. This was your miracle. Ведь это было от начала твоим чудом. Now it has ceased. И сейчас оно прекратилось. I knew it all the time. Я постоянно подозревал, you don't really like me. Что на самом деле я тебе уже не очень нравлюсь. I knew it all the time. Я знал это каждый Sooner раз. or later you will remember my sins. Что рано или поздно ты вспомнишь о моих грехах. И передумать. И передумаешь, да. That he could have thought. Он мог бы думать He таким could have образом. thought like this. Он мог бы думать так. I must have done something wrong. Ой, наверное, что-то я неправильно сейчас сделал. I have lost the job that God gave me. Я потерял ту работу, которую Господь мне доверил. I have lost the money God gave me. Я потерял деньги, которые Господь мне I have доверил. lost, you know, the source of blessing that God gave me. Я потерял источник благословений, который Бог мне доверил. I have done something wrong. Наверное, я что-то сделал неправильно. God is departing from me. Бог от меня отдаляется, видишь? You know something? Знаете ли что? Elijah hadn't done any wrong. Или ничего неправильного не сделал. And God is not departing from me. И Бог от него вообще не отдалялся. It's just something Просто is changing. Что-то поменялось. But God's care Но Божья забота is just there anyhow. была там все равно. Amen. The brook dries up. Этот источник высох. And we need to say to Elijah. И мы должны сказать Илии. Elijah, don't worry. Илия, не беспокойся. Don't go into condemnation. Не попадай под осуждение. You haven't done anything wrong. Ты ничего неправильного не сделал. Don't think that God is leaving you. Не думай, что Бог тебя бросил. If the brook dries up, если источник высох, God will open Бог something else. откроет что-то другое. Amen. Аминь. And in the next verse we read. И в следующем стихе мы читаем. Verse 9. В 9 стихе. Verse 8. Или 8. Then the word of the Lord came to him saying. И дальше, и по прошествии, и было к нему слово Господне. Arise, go to Sarepta, which belongs to Sidon, and dwell there. See, I have commanded a widow there to provide for you. Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там, я повелел там женщине, вдове, кормить тебя. Amen. Аминь. So God speaks to him. Бог говорит ему about another blessing. О другом благословении. That actually was a greater miracle
than the one before. Которое было еще большим чудом, чем то чудо, которое прежде. Amen. That would save his life, and not only his life, but the life of other people also. Которое бы спасло его жизнь, но не только его, но и жизнь других людей. And sometimes иногда our life with God is like this. наша жизнь с Богом, она такова. Sometimes God gives you something. Иногда Бог тебе что-то дает. He blesses you with something. Он благословляет тебя чем-то. And you're so happy over that. И ты такой счастливый. Look this brook. Посмотри на этот источник. And then God И затем maybe takes it away. Бог, может быть, забирает этот источник. Why? Почему? We don't know. Мы не знаем. Or maybe it is like this. Может, это так. That we started to put so much confidence in this brook. Что ты уже так сильно надеешься на этот источник. That God just takes it away. А Бог берет и забирает его. So you will run to Him again. Чтобы ты вновь искал его лица и бежал к нему. So you again would understand. Чтобы ты вновь понял. I have nothing except the Lord. У меня, кроме Бога-то, ничего и нету. Amen. Аминь. It can be like that. Может быть, и такая No, причина. I remember. Я помню. When I was studying for many years. Я учился много лет. Many years. Много лет учился. I had 1 year of break. У меня был 1 год перерыва. But then I studied constant until I was 29 years old. И потом я учился, не переставая, до 29 лет. My father said like this. Мой папа говорил про меня так. My son Matsula is an eternal student. Мой сын Мацула вечный студент. He doesn't want to work. Он работать не хочет и учится поэтому. And but this is, you know, well, this is the way that I felt the Lord led me. Но я так чувствовал, Господь вел меня. And I made it by you know some подработка here and Я there. там или здесь подрабатывал. But after 29, when I was 29 years Но old, когда мне уже 29 лет исполнилось, I finished universities я уже закончил университет, and then the Bible school. закончил библейскую And then школу. finally, И в конце I концов got a job. я получил свою as a youth работу pastor. как молодежного And can you пастора. understand that every month Представьте себе, что каждый I месяц got a paycheck. я получал зарплату. Скажите слава Господу. Every month. Каждый You know, месяц. after 29 years. После 29 лет Eating home with стипендий, mama. как я кушал дома с You мамой, know, and filling, you know, gasoline, you know, for 15 rubles. You know, и заправлял бензин на 50 рублей. Там. and just making it by. Ну, как студент жил 29 лет. I had my own И, salary. наконец, я получил собственную That was the зарплату. brook Cherit. Это был такой источник. Cherit, the name of the brook. Хариф. Это такой источник Харифа It получился. flowed into my bank account every month. На каждый месяц мой счет в банке начал So I подполняться. married. Я женился. I built a house. Построил дом. I bought a car. Купил Hallelujah. машину. Flowers to my wife. Цветы покупал жене. And after a while, the Lord said, И через какое-то время Господь мне проговорил: go to Russia. езжай в Россию. And I quite quickly И understand я довольно быстро понял, that in Moscow, что в there Москве would be no salary. зарплаты не будет. Sweden wouldn't pay any salary. Швеция не будет платить Moscow зарплату. wouldn't pay any И salary. Москва зарплату платить тоже не будет. We will have to live by what people gave us. Мы должны были жить тому, как люди нас благословляли. God, Бог, what have I done? что я тебе плохого сделал? What happened with the brook? Ну что случилось вот с тем This источником? was so good. Такая жизнь была хорошая. Yeah, it was good. Хорошая. But what did I say to you, Matsula? Ну что Мацула тебе сказал? I will be with you Я буду с тобою to the end of the age. до конца века. Don't worry. Не переживай. If one источник dries up, Если один источник засохнет, God will open another one. Бог откроет другой. Because it's He. Потому что это Он. It's not that brook. Это не источник. That is my provision. Это мое обеспечение на He твою said жизнь. that He would be with you. Он сказал: я буду с тобою. Things will change in our life. Вещи будут меняться в твоей I'm жизни. not prophesying that you will lose your job. Я не пророчествую тебе, что работу ты потеряешь. Amen. But some of you have lost your job already. Может, кто-то уже потерял работу. Don't worry. Не переживай. God will be with you. Бог будет с тобою. Amen. And when we moved to Moscow, Когда мы переехали в Москву, we lived there for some years. и мы жили там несколько лет, Didn't have any salary. у нас не было до But зарплаты. every day Но каждый we день had food on the table. у нас была пища на Every столе. month we paid for lived in a good flat. Каждый месяц мы были способны проплатить аренду хорошей We квартиры. lacked nothing. Мы ни в чем не The нуждались. Lord took care of И us. Господь о нас
позаботился. Точно так же Он делал это в жизни Илии. Библия не объясняет нам, почему высох этот источник. Но она говорит нам, что Господь позаботился о своем служителе. In a new way and in a better way. Он по-новому, по-лучшему. And that is why вот почему we must not despair. Мы не должны быть в отчаянии. If something changes. Если что-то в нашей жизни изменяется. We must not drag condemnation over us. Нам не нужно ходить в осуждении. Or start to doubt that the Lord really is helping us. Или начать сомневаться, что Бог нам помогает. No, look up to Him who promised. Нет, посмотри на того, кто пообещал тебе. Be with you to the end of the age. Что Он будет с тобою до конца века. Amen. Аминь. Because He Потому что Он said that, сказал это, and that promise, и это обетование, that promise, на этом обетовании you can build your life. ты можешь строить свою жизнь. Amen. Аминь. So let us move a little further. Давайте немножко дальше пойдем. Let's go to the third situation. Давайте третью ситуацию посмотрим с вами. Chapter 18. Это уже 18 глава. Chapter 18 in 1 Kings is one of the great dramas of the Bible. 18 глава, 3 книга Царств, это большая, одна из самых больших драм Библии. There is no chapter in the Bible like this. Нету такой главы в Библии. This is a great confrontation. Великая конфронтация. Between the prophets of Baal. Между пророками Ваала. And Elijah. И Илии. Because the king Ahab and his wife Jezebel. Потому что царь Ахав и его жена Изавель. They have led the people away from the Lord. Они увели целый народ от Бога. And they were worshiping the idols of Canaan. Они поклонялись там идолам Ханана. And most of all Baal. И в основном Ваалу. And Elijah, he was so zealous to bring the people back. Или он был настолько ревностен, чтобы вернуть людей к Богу. The king and his wife, they hated Elijah. Что царь с царицей, они ненавидели Илию. But somehow, но каким-то образом they agreed on a challenge. Они согласились принять вызов от него. Let's meet on Mount Carmel. Хорошо, давай встретимся на горе Кармел. Chapter 18. 18 главе. And verse 20. И 20 стих. So Ahab, that is the king. Ахав, которого звали царь. Sent for all the children of Israel and gathered the prophets together at Mount Carmel. Он послал ко всем сынам Израилю и собрал всех пророков на гору Кармил. And Elijah came to all the people and said, "How long will you falter between two opinions? If the Lord is God, follow him, but if Baal, follow him." И подошел Илия ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте. So we're not going to take time to read the story. Мы не будем брать время, чтобы всю историю прочитать. Most of you know it very well. Большинство из вас знает хорошо эту историю по памяти. So the whole people of Israel is gathered. Весь народ Израиля собран был. Thousands. Тысячи людей. On one side, на одной стороне is 450 Baal prophets. 450 пророков Ваала. And Elijah is alone on the other side. Илия в одиночку на другой стороне. And the king kind of said, so now we're going to see who is God. И царь сказал: ну сейчас посмотрим, чей Бог настоящий Бог. So they Бог. bring in, they build two altars. Они построили два жертвенника. One for Baal. Один для Ваала. And one for God. А другой для Бога. And then they take a bull and put it on top of it. И они взяли тельца, поместили этого на эти жертвенники. And then the Baal prophets are supposed to ask Baal to send fire from heaven. И пророки Ваала должны были снести огонь с небес на этого тельца. To burn and then Elijah is going to do the same. И то же самое должен был сделать Илия. And they agreed. И они согласились. The God that answers with fire. Что Бог, который ответит огнем. He is God. Он и есть настоящий Бог. Договорились? Договорились. Amen. Everybody agreed. Все согласились. And then Elijah said, "You start first." И Илия сказал: начинайте первые. Pray to Baal. Молитесь Ваалу. And when you read this story, когда вы читаете эту историю, you know, you get a little sweating. Ты немножко начинаешь потеть. Especially if you don't know how this ends. Особенно если ты не знаешь, чем эта история закончилась. Because Elijah, потому что Илия, he suddenly внезапно behaves in a он not understandable way. начинает вести себя немножко неадекватно. He goes over to the Baal prophets. Он подходит к этим пророкам Ваала и начинает их поддразнивать. Come on, guys. Ну давайте, парнишки. You know, your God is not hearing. Что, Бог не слышит вас? Higher. Громче. Baal. He's making fun of them. Он высмеивает их публично. And if we were there, если мы были we там, would tell him, мы бы как бы ему сказали:
Илья, calm down. ну успокойся, пожалуйста. Okay, you know, this is bad enough already. Уже ситуация и так плохо выглядит. They are 450. Их 450. And the king is on their side. И царь-то, в общем-то, за них. А ты в одиночку здесь. And you know, these Baal prophets, а эти пророки Ваала, they were scary guys. они были страшные ребята. You know, they were like on films you shouldn't watch. Они не вот как в этих фильмах, которые смотреть вам нельзя. You know, Bible says they were cutting themselves. Они резали себя ножами. And blood was gushing out. И кровь там текла по их телам. Can you imagine 450 guys? Представь себе 450 парней, которые режут себя и орут вот так. And Elijah is moving there. А Илия там You need to cry high. Громче, громче давайте. What, you know, our translations are kind of, you Знаете, know, culture. Наш перевод довольно культурный перевод. Actually says one of the times. На самом деле, здесь несколько раз сказано так. He says, you know, maybe he is in the Он говорит, toilet. может, ваш Бог в туалет пошел. Давайте громче кричите. And he just goes on like И он this. просто их там поддевает. And we say, Elijah, what are you doing? Мы говорим, Илия, ты чем там занимаешься? And then, И затем, you know, when it's his turn, когда его очередь he наступает, says, now I'm going to pray. теперь я начну He says, молиться. get some water. Воды принесите. What are we going to do with water? Что водой делать? Pour it over my altar. Лейте на мой He жертвенник. said, no, Elijah, come on. Илья, перестань. Don't do that. Не надо вот этого всего. Just pray. Просто You'll помолись. at least get the draw, you know. По меньшей мере, You'll get the draw. 1-1. будет ничья, 0-0. You know, just pray now. Просто But помолись. he asked them, they pull water over his altar. Нет, а он еще и водой полил. And then he sends them again one more time. И затем он еще раз сказал, Get more water. еще воды неси. Over my altar. Лейте на мой жертвенник. Guy is completely alone. Парни вообще в шоке. And all these other Baal prophets are covered with blood. И все эти пророки Ваала, все в крови, Standing around стоят him. там, And смотрят. they pour И они water over льют his воду altar. на этот жертвенник. 2 times. Дважды. And then he says, Затем он говорит, get more water. давай еще I воды. need to wet their altar. Мне нужно, чтобы весь жертвенник был покрыт And водой. if we would be there, Если бы мы стояли we рядом, would say, мы бы Pastor, говорили, пастор, calm down. успокойся. You're overdoing this. Ты уже перерабатываешь. Boldness is good. Смелость — это хорошая штука. Ну, успокойся. But then, and the third time Они третий раз вылили эту воду. and water is gushing И everywhere. вода уже течет с жертвенника отовсюду. What is this? Что такое? How can he behave like this? Да как так себя можно вести? Well, I'll tell you what this is. Я скажу тебе, что это было. This is a man Это человек, that is in his calling. который прямо в центре своего This is a призвания. man Это человек, who is just there который там, where the Lord has put him, куда Бог его поместил. doing what he was supposed Который to do. делает то, что он должен делать. Because when you are in the will of Потому что God, когда ты в воле Божьей, there is a strength тогда есть There is a сила, boldness тогда есть that is смелость, outside yourself. которая, она превосходит тебя самого. Something that comes to you И from God. что-то, что приходит на тебя от Something Бога. that the world will never Что-то, что understand. мир никогда не поймет. I know Я знаю, what this is about. о чем это. Because I have felt it Потому что я myself. чувствовал те же самые моменты I в своей know what it жизни. is. Я знаю, как To это. feel little. Когда ты чувствуешь себя маленьким, scared. чувствуешь себя напуганным, But then something но comes потом to you. внезапно что-то внутри And тебя, you're not afraid и of ты it. уже больше их не боишься. And you preach the И word ты of God. проповедуешь Слово Божье. That is what happened with Это Elijah. то, что случилось с Илией там. This is not the very, some crazy man. Это не сумасшедший человек в этой This is a истории. man with the same nature and you Это and me. человек с такой же природой, как у тебя и у меня. With the Spirit of the Lord is Когда upon Дух him. Божий сходит на него, He is where he's supposed to он be. там, где он должен He's находиться. doing what he was called Он to делает do. то, к чему он призван был. And the strength and the boldness that you see in И his life сила, и смело, которая была на его жизни, is just a manifestation это просто проявление of the Spirit of God. Духа Божьего. Hallelujah. Let's give the Lord a big Давай clap дадим offering. Господу большие аплодисменты. Amen. I remember how it was Я помню, как это было. when I was finishing Bible school. Когда я закончил библейскую школу, I'll just share a little of my просто testimony. немножко личного свидетельства расскажу Because вам. when I went to Bible Потому school, что когда я пошел в библейскую I was школу, just a guy. я был простым I was just a парнишкой. guy in the church. Я был парнишкой в I went церкви. to Bible school. Я поехал в библейскую And the школу. church I come from in И Norway церковь, из которой я приехал из Норвегии, was not a very big church, это не была очень большая but it церковь, was a very influential но была church. очень влиятельная It церковь. was a center for the charismatic revival. Это был центр харизматического
харизматического пробуждения всей страны. И которое было, и в те годы были очень сильное харизматическое пробуждение. Наша церковь арендовала огромные спортивные залы. Мы проводили огромные конференции. Люди со всей страны съезжались к нам. Лютераны, методисты, баптисты, чтобы наполняться Духом Святым. Они приезжали со Швеции, с Дании, с Финляндии, вот в нашу церковь. Пастор церкви был один из самых известных проповедников в французской стране. Он имел такую национальную власть. А я был простым парнем в той церкви. И буквально несколько дней до того, как я закончил библейскую школу, пастор оставил свой пост и еще оставил с большим скандалом. И я вернулся домой с библейской школы в церковь, где не было пастора. И собрался совет старейшин. Позвали меня. Я никогда не забуду. Как лидер совета старейшин поднялся. Конечно, тоже фермер. Посмотрел на меня. И сказал, знаешь, у нас сейчас пастора нету. Но Мацула вернулся. Он был в библейской школе. Так что с этого дня он возьмет духовное руководство над нашей церковью. Я сказал, да хранит вас Господь. С одной стороны, я думал, я прямо там и умру. Я даже не проповедовал ни разу. И я стал старшим пастором церкви. Но было что-то с Божьим призванием. Оно всегда будет больше, чем ты. Бог всегда будет просить тебя сделать что-то, что ты не можешь. Что-то, что гораздо больше, чем твои способности. Чтобы ты всегда знал, что твоей собственной силы никогда не будет достаточно. Я не могу это сделать собственной силой. Но если ты говоришь, если ты говоришь, Господь, ты просишь меня, я буду с тобою, тогда я знаю, что я могу сделать что угодно. То, что Господь хочет, чтобы я мог сделать. Это как это было со мною. Я помню первую свою проповедь. Я был там на первом ряду. Я так нервничал. Я надеялся, чтобы никто на собрание не придет. Но люди пришли на собрание. Но я тоже помню, когда я поднялся, что-то случилось. I will never be able to explain an unbeliever. Я никогда не могу объяснить неверующим. Because they will not understand. Потому что они меня не поймут. But it was the same thing that happened with Elijah. Но это то же самое, что случилось с Илией. There was a strength there. Там такая сила была. There was an ability there. Там такая способность была. I mean, the Lord was there. Господь там был. I felt He supported me. И я чувствовал, как Он меня поддерживал. I preached the word of God. Я проповедовал Божье Слово. And I'm sure I thought it was much better than what the people thought in the meeting. И я уверен, что я думал, что гораздо лучше, чем люди думали, которые сидели на собрании. Amen. But I felt, но я чувствовал, I am not alone. Я не один. Tell your neighbor, скажи соседу, you're never alone. Ты никогда не один. Amen. And this is what we read in this chapter. Это то, о чем мы читаем в этой главе. It's nothing wrong. Нет ничего неправильного. To feel humble in front of a court. Чувствовать себя смиренным пред своим призванием. It's nothing wrong. Нет ничего неправильного. To feel that this is too big for me. Что ты чувствуешь, что это слишком много для меня. God will bless the humble. Бог благословит смиренных. And give him grace. И Бог даст им благодать. What is wrong? То, что неправильно. Is to not go. Это не идти. What is wrong is to don't show up on Mount Carmel. То, что неправильно, это не показаться на горе Кармил. Because God will give you the strength. Потому что Бог даст тебе всю силу. If He has called you, если Он тебя призвал, you will have the ability. У тебя будет эта способность. And when Elijah is there, и когда Илия находился там, насмехаясь над этими пророками Ваала, выливая воду на свой жертвенник, finally he prays. В конце концов он молится. God, Бог, this is the moment. Это тот момент. Send fire. Пошли огонь. Fire falls from heaven. И огонь с неба сошел. И он пожирает эту воду. And the altar and the bull and everything. И он пожирает и жертвенники, и тельца, и все. Голливуд отдыхает. Точно. Amen. What happened that day? Что случилось в тот день? Was history. История. And all the people said.
И весь народ The сказал: Lord is God. Господь Бог The твой. Lord is God. Господь твой Бог. Amen. So Elijah, Так что, Илия, thank you for спасибо being an example. за то, что ты пример для нас. We know Мы it знаем, was just the Spirit of God. что ты был Дух Божий. And in the same way, И точно так the Spirit же of God will be with you. Дух Божий будет с тобою. Maybe this is a little dramatic. Может, это немножко The драматично, principle is the same. но принцип-то тот же самый. Amen. If you with a humble attitude, Если ты со смиренным God, отношением, I'll go everywhere. говоришь: Господь, я пойду куда угодно. You want to send me, Ты хочешь послать меня, and He'll take care of you. и Он позаботится о тебе. If you're not proud, Если ты не гордый. you know, Charles Spurgeon, Чарльз you Спержен, know, he was pastor in the Baptist church in London in 1800s. он был пастором баптистской церкви в Лондоне в 18 I think столетии. that was the biggest church in the world at that Это была time. самая большая церковь в мире на тот момент. One of the most famous preachers in history. Он один из самых известных проповедников за всю историю. Preach in his church, Проповедовать в его церкви big privilege. была огромная привилегия. Everybody wanted that. Все хотели проповедовать в него в And one церкви. day, И однажды was a preacher у него был один who was проповедник, supposed to preach there. который оказали честь проповедовать в его церкви. Happy, I'm gonna И он preach. такой был гордый: я так буду проповедовать. So he went up. Like, Он поднялся в такой надменности. and then when he preached, it didn't work out at all. А когда начал проповедовать, ничего у него не получилось. Все путилось. Все спуталось. Yeah, and then so we went down. И когда он спустился, He went down like this. и он спустился так. And afterwards, Spurgeon said to him, И после этого Спержен сказал ему: "Well, if you would have gone up as you went down, you could have gone down as you went up." если бы ты поднялся, как ты спустился, ты бы спустился, как ты поднялся. And there is something about that. Есть что-то с этим. Amen. Аминь. You can. Ты можешь, When God calls, когда Бог He will призывает, give the ability. Он даст способность. And I will be with you И я буду с тобою all the days все дни to the end of the age. до конца века. Hallelujah. Let's give the Lord another Давай дадим clap. Господу еще Amen. большие аплодисменты. Praise the Lord. Аллилуйя. And then И дальше, the fourth situation. четвертая ситуация. The first was how the Lord helped him in the famine. Первое, как Бог помог ему во времена голода. The second was how He helped him when everything changed. Второе, как Он помог ему, когда все поменялось. Number three, Третье, how the Lord helped him in his ministry. как Господь помогал ему в его служении. And then chapter 19, И 19 глава. completely new situation. Совершенно новая ситуация. How the Lord helped him Как Господь помогал ему, when life was hard. когда жизнь была тяжелой. Because after this great victory on Carmel, После этой великой победы на горе it's Кармел, almost hard to believe how the 19th chapter begins. почти что невозможно поверить в то, как начинается 19 глава. And Ahab told Jezebel all that Elijah had done and how he had executed all the prophets with И пересказал Ахав Изавели все, что сделал Или, то, что он убил всех пророков мечом. And Jezebel sent messenger to Elijah saying, "So let the gods do to me and more also, if I do not make your life as the life of one of them tomorrow about this time." И послала Изавель посланца к Илии сказать: пусть то и то сделает мне Бог, еще больше сделать, если я завтра к этому времени не сделаю своей душой того, что сделал с душой каждого из них. So he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a broom tree. And he prayed that he might die and said, "It is enough, Lord. It is enough. Now, Lord, take my life, for I'm no better than И my дальше father." сказал: а сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом, и просил смерти себе, и сказал: довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. And he lay down to sleep under a broom tree. Он лег и заснул под можжевеловым кустом. And when we read this, we wonder, well, how could that happen? И когда мы читаем это, думаем: Боже, как такое вообще могло случиться? Well, yesterday he was, Вчера он был таким: вау! and now you see him, he just want to die. А сейчас он просит смерти себе. Well, remember, Помнишь? he was a man according to the same Он был nature. человек, как ты и я, по той же самой природе. Amen. He could also be attacked. Он тоже мог быть под атаками. None of us, we are so tough Никто из нас не настолько крут, that we can't come under attack. что мы не можем попадать под This атаки. is not just Jezebel. Это не только Изавель. She was a witch. Она была колдунья. A demonic curse Она высвобождала бесовские проклятия на нее against Elijah. против Или. And suddenly, he feels weak. И внезапно он почувствовал себя таким слабым. Darkness comes over him. Тьма просто сошла на него. And he doesn't know how to deal with И it. он уже не знает, как разбираться с этими And вещами. he just want to be alone. Он просто хочет He один быть. leaves his friends. Он оставляет He друзей, goes into the desert. идет в пустыню And he just says, и просто сидит там. I can't do any longer. Говорит: я больше не справлюсь. I'm finished. Я закончил. Lord, just take my life. Господь, забери жизнь мою. And why does he do like this? Или зачем ты это делаешь?
Pastor Alex spoke about Bible school. Пастор Олег говорил о библейской школе. And he has been in Bible school. И он был в библейской He школе. knew what to do. Он знал, что ему делать. What should he have done? Что он должен был Because сделать? he should have bound the devil. Конечно, он должен был связать In the дьявола name of the Lord. во имя Господа. Bind the spirit of Я Jezebel. связываю дух Изавели. Правда, друзья? Так должен был сделать, правда? And resist him in Я faith. противостою тебе You верою. know, but he didn't. Но он не противостоял. Hands fall down. Его руки просто опустились. And he goes out in the desert. И он идет там по пустыне. And he sits down Садится and says, I can't do anything. и говорит, я ничего больше сделать не могу. I don't know if you have days. I don't know if you have had days like that. Я не знаю, были ли у тебя такие денечки. But I've had them У меня были. more than one time. И больше, чем раз. I just felt Я просто чувствовал, nothing left. ничего нету. And Ничего не осталось. darkness, Тьма, things that can attack us. вещи, которые атакуют You нас. wish you had the strength. И ты хотел бы иметь силу, And sometimes и иногда it's hard to find. и трудно найти эту силу. And when we read about this, И когда читаешь эту историю, we kind of wonder, God, ты удивляешься, думаешь, Боже, how could this happen? как вообще такое могло There's случиться? a wonderful, wonderful truth in this story. В этой истории все равно есть чудесная истина. Because when Elijah is not going to the Lord, Потому что когда Илия не идет к Господу, the Lord is coming to him. Господь приходит к Илии. And it says in verse 5, И здесь в 5 стихе and сказано, as he laid and slept under a broom tree, suddenly an angel touched him and said, arise and eat. и лег и заснул под можжевеловым кустом, и вот ангел коснулся его и сказал ему, встань и ешь. Then he looked, and there by his head was a cake baked on coals and a jar of water, so he ate and drank. И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел, напился и опять заснул. So when he was tired, Когда он был усталый, or when he was ready to give up, и когда он был готов сдаться, the Lord comes to him. Господь к нему He приходит. said, I will be with you. Он говорит, я буду с тобой. And the Lord comes И Господь приходит with bread and water, с лепешкой, с водой. the word and the spirit. Вода и дух. Amen. And the word Слово и дух. comes to Elijah, Приходит к Илии. sets in front of him, И он говорит ему, and says, Elijah, Илия, it's not over yet. еще не закончено. Скажите, еще не закончено. It's not over yet, Elijah. Илия, еще не закончено. Eat. Кушай. Here is bread. Вот хлеб. Here is my word. Вот мое слово. Here is water. Вот вода. Here is my spirit. Вот мой дух. I have life for you. У меня жизнь для Get тебя. up on your feet. Вставай, And he eats and drinks. кушай, ешь. And then he lays down again. И он вновь ложится и But засыпает. God doesn't give up. Но Бог не Verse сдается. 7. Дальше, в And 7 the angel of the стихе. Lord came back the second time. И возвратился ангел Господень And во touched второй him and раз. said, arise and eat. Коснулся и сказал ему, встань и ешь. Because the journey is too great for you. Ибо дальняя дорога пред тобою. So he arose and ate and drank. И он встал, поел и напился. And went in the strength of the Lord 40 days and 40 nights as far as Horeb, the mountain of И God. подкрепивший то пищу, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей So the Хориб. Lord comes back a second time Господь во второй раз возвращается к with нему. what he needs Дает ему то, в чем он нуждается. to come alive again. Чтобы вновь ожить. He sends his word Он посылает свое when слово, days are hard. когда дни He тяжелые. comes with his spirit Он приходит своим духом, when our strength is lost. когда наша сила потеряна. He comes to us Он приходит к нам, to raise us up again. чтобы вновь и вновь поднимать And of нас. course Elijah had to choose to eat and И, drink. конечно, Илия должен был избрать, чтобы кушать и He пить. had to choose to receive what God gave Он him. должен был избрать, принять то, что Господь ему But давал. when he did like that, Но когда он делал так, strength came back to him. сила возвращалась. And the Bible says he walked 40 days and 40 И nights Библия говорит, он 40 дней и ночей шел по and to пустыне the mountain Horeb. до горы Хариф. And there the Lord was waiting И for там him. Господь его ожидал. And Elijah had a mighty encounter И with у God. Илии была потрясающая встреча с Богом. Amen. Someone coming up and taking it. Кто-то где-то играет. And you know something? Знаете ли When the что-то? Lord said, Когда Господь I говорит, will be with you, я буду с тобою, he spoke about provision. он говорит об He обеспечении, spoke about changes. он говорит о переменах, He spoke about ministry. он говорит о служениях, But he also spoke about days но он также говорит when you don't want to live. о днях, когда тебе жить не хочется, About days that are difficult. о днях, которые трудны, About when Jezebel curses you. когда Изавель тебя прокляла, And you wish you were stronger. и ты хотел бы быть сильнее. Lord said, I will not leave you. Господь говорит, я тебя не оставлю, And I will not forsake you. я тебя не покину, I will be you. я буду с тобой. Turn your heart to me. Обрати свое сердце ко And мне, I'll carry you through. и я пронесу тебя через все. And that's what happened with this prophet. Это то, что случилось с этим You пророком. know something? И знаете ли что? Elijah, he knew
Или он знал for the rest of my life, до конца своей жизни: the Lord saved me. Господь спас меня. I have nothing to brag about. Мне нечем хвалиться, That I am still here. что я все еще It's здесь. just the grace of the Lord. Это только благодать Божья. All honor to Him. Вся честь Ему, To Him who promised тому, кто обещал not to leave and not to forsake. не оставить и не To покинуть, Him who promised тому, кто обещал to be with me быть со to the мною end of the age. до конца века. If you've gone through days like this, Если ты проходил через подобные it дни, makes you humble in a good это way. делает тебя смиренным, в очень хорошем You отношении. know, Ты the знаешь, Lord came Господь пришел, and He rescued me. и Он спас меня. And then you become a little more devoted in the И тогда worship. ты немножко больше в посвящении, посвящен Ему. You come a little earlier to church Ты чуть раньше в церковь because приходишь, you want to be there from the beginning потому что ты хочешь быть от самого начала. to thank God И чтобы благодарить Его, who saved you который тебя спас one time, однажды, two times, дважды, got you up on the feet который again. поднял тебя на ноги раз за разом. Elijah, Илья, there are still things that need to be есть все prophesied. еще вещи, о которых нужно There are пророчествовать. things, there is still somebody to train. Есть еще кого-то, кого нужно тренировать. When the time comes to go home, И когда время прийти домой придет, you'll go home in a chariot of fire, ты пойдешь домой на огненной колеснице, not sitting under a broom tree. а не под можжевеловым кустом. И весь народ сказал, and that's how it was for him also. Это как это было для него. Amen. We serve a wonderful Lord. Мы служим чудесному Господу. We are nothing without Him. И без Него мы ничто. We have nothing without Him. У нас без Него ничего нет. He's the beginning and the end, Он начало и конец. and He's faithful. И Он верный. It is so wonderful to belong to Jesus. Так чудесно принадлежать Иисусу. It is so wonderful to know Так чудесно that знать, He has strength when I have. что у Него есть сила, когда ее нет у He меня. knows when I do not know. Он знает то, чего я не знаю. If He calls, И если Он He призывает, will give the ability. Он даст способности. Jezebel, curses. Если Изавель высвобождает проклятие, We serve the one who is stronger. мы служим кому-то, кто сильнее. And Jezebel will not have the last word. И не будет последнего слова за Изавелью. Весь народ сказал, not in the life of Elijah, Ни в жизни Илии, and not in your life. и не в твоей жизни. Amen. So the Lord came to him, Господь пришел к and нему, He took him to Horeb. и он взял его на He Харид. saw the glory of God. Он видел Божью The славу, Lord sent him back и again. Господь послал его обратно. He had a mighty part of his life in front. И у него была потрясающая часть жизни The впереди Lord его. took care of him Господь о нем when there позаботился. was famine in the land. Когда было голод в земле, The Lord took care of him Господь о нем позаботился. when one well dried up. Когда источник высох, The Lord took care of him Господь о нем to позаботился, fulfill his calling. чтобы исполнить его The призвание. Lord took care of him И Господь о нем позаботился, when Jezebel tried to destroy him. когда Изавель пыталась разрушить его жизнь. Elijah was a man according to the nature of the earth. Илия был человек, подобный нам, When he prayed, но the помолился, Lord answered. и Бог ответил. And in the same way, И точно так же the Lord will be with you. Господь да будет с The тобою. Lord will answer when we pray. Господь будет отвечать на твои He will молитвы, not leave us и Он не оставит тебя nor forsake и не us. покинет тебя. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. Blessed be the name of the Да Lord. будет благословенно имя Господне. Amen. Praise the Lord. Let's stand up, everybody. Давайте вместе встанем.